Свой рабочий выезд в Малгобекский район глава Ингушетии начинает с обсуждения бесперебойного водоснабжения. Руководитель субъекта заслушал проблемы и возможные пути их решения. Один из них – закупка накопителя объемом 1000 кубических метров, расположенного на прилегающей территории к Кизлярскому водозабору. Следующая инициатива – возведение там же нового накопителя. Третий вариант предлагает перенос на Кизлярский водозабор одной из недействующих емкостей объемом 1000 кубических метров, расположенной в Малгобекском районе, и ее установка вместо разрушенного резервуара. Глава республики поинтересовался решением проблемы с водоснабжением всех муниципальных образований Малгобекского района. Скажи, Лалахой, когда здесь будет нормальная вода? Здесь вода будет нормальная, когда мы переделаем трассу, потому что мы не можем поднять на Сагапши, правильно, если говорить, Сагапши и Нырки-Псидах. Да. Мы с Кантышевского водозабора не можем поднять давление. Нам нужно давление поднять, мы его поднимаем, чтобы сюда дошло до него. Нормально. Сколько километров труба? Отсюда, от Кантыш? 40, 35, около 40. Самая проблема от училища до Сагапши. Проблема. Сколько там от училища? 18 километров, наверное. Ну и Это что? самая проблема. Касаемо вот Энерков, кроме прошедших суток, даже эти сутки, 5 часов мы туда качали воду, около 500 кубов. Из 500 кубов емкость у нас нашло только 200 кубов, так как тоже в селе тоже полностью все улицы подключены к этой линии. И как вот пояснил глава района, все там с колодцами, мы наполняем эти колодцы. Вот здесь есть главы все района. В прошлом году у нас был большой ажиотаж с водовозками. Разы лучше. И еще один момент. Гайрбек-Юрт. В прошлом году у нас была отведена отдельно водовозка. Там у нас есть 100% вода. Там не нужно подвоз воды. Вот у меня даже фотоматериал есть. Начальник участка дают. Только наши машины подъезжают к приемке Псидах. Стабильно мы держим там воду для подвоза. Машины сколько закреплены здесь? 4 здесь за Малгобекским районом. Закреплены 2 И 2 вознесенки. 6 машин из 14. За последнюю неделю всего 20 заявок было. Но если надо, дайте сюда еще 3. За последний месяц 670 кубов и только вообще там все есть запись, 670 кубов. В Малгобеку вода будет? В Малгобеку будет вода. Мы 20% излишек воды, которую Кизляр снес с нашей воды, что это мы будем подавать. Эти работы у меня проводятся сейчас в данное время. Мы куда 110 га, чтобы сэкономить хотя бы сюда воду, на эту площадку. То есть в Сагапши, Туманки. А сколько у тебя за воду платят? Малгобекский район? 43% город и 33,7% район. Район. Да. Почему? Ну, исковую работу мы только начали, как мы 10 месяцев только Да вы работаем. исковой, суде, куражнах. Я же вам говорил, глава, слушайте, вы же можете сделать одну вещь. Замы, который занимается водой, да? Ты бери заму свою, с кабинета выгони их, и весь его отдел это с ним вместе. И вот водишь, ажал яхи ишт халу евейн, водовод хаек евей, ах хаданут вейн. С Асинской будем качать, со временем эту трубу заменим. Мы стараемся. Но так вейн ах сухули, он не сможет. В суде уходишь, он еще деньги потратит. Он только в судах будет сидеть. Почему я вам говорю? У многих есть льготы. Людям надо объяснить. А у вас нет паспортов. На каждый дом ваш зам, его отдел должен изучить каждую семью. А потом приходить и говорить, ажал ханяк, ажал ермак оплатить дедес. Як яхтыш дей, хадице яхыш. Хай юристыш, хай бездельник арабяхи. Кяхтыш, хатшуан нахас, кяхт мыштяз деза, халдышуаныс. Им трудно, сложно. Да и некогда, бирыш ахалыш. Ну, скажите, давай мы вам поможем.
После глава республики посетил крупное сельхозпредприятие. Молочно-мясной комплекс в Сагапши построили в 2015 году и является особо значимым объектом для АПК республики. На строительство комплекса выделили свыше 700 миллионов рублей. Сначала производство шло, закупили коров и оборудование для переработки. Но позже производство встало и приняли решение передать предприятие другому арендатору. Я первый год туда ездил, второй год ездил. И очень плачевное состояние было. Мы там инвесторов хотели, одних привлечь, других. И сложность была. И сегодня вот зашел там парень, вот Зелимхан, он наш местный. Молоко уже покупает у него других регионов, ближайших наших соседей. Значит, он мясо поставляет. Новый арендатор предприятия пытается возобновить производство. В комплекс завезли свыше 650 голов крупного рогатого скота. Среди них дойные коровы разных пород, бычки на откорм и молодняк. В планах также производство молочных продуктов. Глава региона поручил обратить внимание на юридическую часть передачи имущества в аренду. Чтобы было правильно юридически оформлено в правовом поле документы на аренду, помещение, разделить его собственность, то, что он заплатил, то, что он приобрел, то, что собирается делать. Вы считаете, я только одно хочу. Пришел ты, ажал суну дуахулухда о камыны нага мохадва. Ер нормально реализовать для охоз бол хабей, ходи еще делать. Когда у нас будет здесь прекрасные коровы, прекрасное молоко, свой сыр, понимаете, дуаха хамдача. После глава республики посетил другое крупное предприятие АПК. Сад Алмавит Фрут заложили около 5 лет назад. В этот сезон первые саженцы вышли на 100% урожайность. О тонкостях производства и ожидаемом сборе рассказал директор сада. В самом конечном этапе, на конечной стадии, 2 дня хватает для того, чтобы налиться цветом, и размер, максимальный размер, чтобы... Да, я слышал. Те саженцы тоже, видите, вот красные там есть, но они там должно было быть больше. Черешневый сад разбит на площади 84 гектара. В настоящее время здесь плодоносят более 116 тысяч деревьев. За 23 год собрано 105 тонн урожая. В текущем году, несмотря на погодные условия, предприятие планирует собрать 120 тонн. Количество постоянных рабочих мест 15 человек, сезонных около 300. Много среди сборщиков молодежи. С ними пообщался глава республики. Парни молодцы, потому что там в телефонах сидеть, да? Вот, к осени себе, купите компьютер хороший, все равно заработать уже своим трудом. Вот, молодец, молодец. Вы помогаете родителям, но больше всего себе. Знаете почему? Ленность убирается, ленность. В каком классе? Я уже в Польше. Я когда? Какой? Сунджи. Польша архитектура дизайна. Это очень хорошая профессия. А вы? Я в 9-м только. В 9-м? А все откуда сами? Малгобекские? Да, я-то бог пошел. Предприятие не планирует останавливаться только на черешне. Хотят расширить ассортимент фруктов к 30 году на территории 170 гектаров. С начала реализации проекта предприятию была оказана господдержка в размере более 25 миллионов рублей для возмещения части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. Кроме того, на развитие мелиорации хозяйству дополнительно выделили более 3 миллионов рублей. Глава региона отметил, что таким производителям надо помогать. Я просто здесь был, когда его заложили 3 года назад или 4, он же такой неплодовитый был. А сегодня, я смотрю, вы видели, да, настолько груздями висит черешня. И как вот Галаев говорит, Ахмед, вот он говорит, что в СКФО или Южно-Федеральную корь, пока нет. И потом последующий он хочет развивать яблоко, хочет сливу ставить, нашу черносливу это такой, понимаете, и можно виноград. То есть сам по себе я просто-напросто говорил и буду говорить, мы должны помогать таким людям. И я всегда буду, если человек пришел, честно работает, не надо ему только мешать. Помочь не можешь, не мешай, как я говорю. Не надо. А мы ему помогаем. Я второй раз здесь всего, я вижу, какая черешня. И он ее поставляет в сети. И они ее с руками, ногами, с колес забирают. Вот что такое-то. И это в Ингушетии, у нас в республике.
Махмуд Али Калиматов также посетил Центр непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в сельском поселении Нижние Ачулки, где сейчас идет капитальный ремонт. Специалисты уже обновили фасад, идет замена окон, ремонт внутренних помещений, электросетей, канализации. И у тебя там котельная, а щитки, электрики, Все меняется, все. Слаботочка меняется, все. Мы были на третьем этаже полностью поменено все. Малярка идет. Первый слой покрасили на третьем этаже. Обновленный центр к новому учебному году откроет двери для своих подопечных. Глава региона отметил, что дети с ОВЗ должны находиться в достойных условиях. Им нужна специфичная среда, максимально обеспечивающая комфорт и безопасность. Когда школу сдали-то? В 2014 году. В 2014 году. Вот, через, получается, 9 лет мы по новой должны делать школу. Знаешь почему? К делу не относится ответственно. Могуш буаш бирыш, хадия хамди, могуш буаш. Ахидам дал бахбы, но кылым хугисан дал. Глава региона учебный центр посещает не в первый раз. По результатам выезда в октябре 2021 года было принято решение о проведении ремонта. Центр был построен на участке с подземными грунтовыми водами. Из-за движения почвы под их влиянием здание быстро пришло в негодность. Также, согласно ежеквартальным наблюдениям, объект проседал в почву на 3 сантиметра. Помимо этого, в центре не было системы вентиляции. Эти и другие проблемы решаются благодаря региональному проекту «Модернизация школьных систем образования» в рамках госпрограммы Республики развития образования. Строители обещают завершить все работы уже в августе. А Махмуд Али Калиматов отметил, что посетит стройплощадку на очередном этапе ремонтных работ. Муслим Ганиев, Али Зязиков, Магаз 24.